Казанский Михаил Михайлович, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции. Михаил Казанский, выпускник кафедры археологии исторического факультета Ленинградского университета 1975 года. В 1986 году защитил кандидатскую диссертацию по археологии готов. В 2004 году докторскую на тему «Северное Причерноморье в гунскую эпоху» в университете Париж-Сорбонна. Казанский автор 10 монографий по археологии позднеантичного и раннесредневекового времени в Северном Причерноморье, на Кавказе, на Среднем Дунае, в Галлии и Сирии. Участник археологических экспедиций, проводившихся в Крыму, в различных регионах России, в Южной Прибалтике, во Франции и в Сирии. Научный руководитель 3 защищенных кандидатских диссертаций. Добро пожаловать на нашу передачу. Мы очень рады, что вы приняли приглашение на участие в программе «Кафедра». Причерноморье называют перекрестком цивилизации. Вы согласны с этим определением? Или хотите дополнить это определение, или все же у вас другое свое обобщение? Как бы вы назвали Причерноморье? Нет, именно перекресток цивилизации. Очень хорошо, очень удобно. У вас интересные работы по абхазской археологии. Например, вот есть у вас научная публикация, статья называется «Иранские кинжалы V века в Абхазии». Скажите 2 слова о происхождении этих кинжалов. Речь идет о парадном, престижном оружии, и воинская мода на престижное оружие всегда шла из основных центров цивилизации этого времени, и тогда это были Византия и Иран. Вот поэтому Иран, понятно. Вы давно живете во Франции. Предмет ваших исследований, в общем-то, скажем, да, регион, он находится вне Франции, вне Западной Европы, скажем, тогда это в основном ближе к нам, наш регион. Вот. Как часто вам удается участвовать в экспедициях археологических? Очень часто, очень часто. То есть проблем не возникает? Сейчас проблем нет, сейчас не возникает. В советское время было сложнее, но сейчас таких проблем нет. Здравствуйте. Мы продолжаем свои телевизионные лекции. В эфире «Кафедра. Лекции на абхазском телевидении». Сегодня у нас в гостях человек, который очень много знает об Абхазии. Человек, который специалист и по нашей абхазской археологии, но не только. Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Национального центра научных исследований Франции Михаил Михайлович Казанский. Я вам буду говорить о вещах достаточно серьезных и скучных, а именно политика, военная организация, связанная с отношением между Восточной Римской империей, то есть Византией, и народами Северного и Восточного Причерноморья. Для начала я должен вспомнить известного римского императора Константина Великого, который жил в конце III, начале IV века, который запомнился 2 вещами. Первое, он сделал христианство официальной и разрешенной религией в империи. И второе, он перенес столицу империи из Рима в Константинополь, ныне более известный как Стамбул. И вот перенос столицы Римской империи в Константинополь, это произошло в 330 году, коренным образом изменил геополитическую ситуацию в Восточном Средиземноморье в целом и в первую очередь в Черноморском бассейне. Теперь основной жизненный центр империи оказался в 2 днях морского пути от Понтийского берега, заселенного варварскими племенами, часто враждебными Риму. Когда я говорю о варварах, я не имею в виду ничего дурного. Так называли в империи все народы, не входящие в состав Рима, не находящиеся под управлением римского императора.
В Римской империи хорошо помнили катастрофические последствия скифских войн III века, когда готы и другие варвары вышли на Черноморский оперативный простор, разгромили римские города и крепости побережья, в том числе и здесь, в Абхазии, через Боспор и Дарданеллы прорвались в Эгейское море и разграбили Грецию и Малую Азию, то есть современную Турцию. Неудивительно, что вопрос укрепления понтийской границы стал приоритетным в римской военной политике, то есть столица находится в постоянной опасности. Однако для решения этой проблемы пришлось искать неординарные решения. Дело в том, что римский флот и армия могли эффективно контролировать на Черном море лишь узкую прибрежную полосу по кромке Крымских и Кавказских гор. Сами горы, как и прилегающие к ним с севера огромные территории, в первую очередь степь, оказались вне досягаемости римского оружия. Ни один римский полководец в горы легион не пошлет. Это верная смерть. Поэтому римская стратегия на северном и восточном берегу Понта была основана не столько на реальном присутствии здесь римских легионов и кораблей, сколько на системе союзов с кавказскими и крымскими царствами и племенами, как тогда говорили клиентами империи. И цепь этих клиентов с IV по VI век охватила широкую зону северного и восточного Причерноморья. Причем эта система начала организовываться раньше, до построения Константинополя, еще во II веке. И это мы знаем по объездам, которые римские военные чиновники совершали вдоль северного и, главным образом, восточного берега Черного моря. Римская оборона понтийской границы, как северной, так и восточной, состояла как бы из двух линий. Первая линия – это города и крепости с римским гарнизоном непосредственно на морском побережье. И вторая линия – это примыкающие к этим городам и крепостям территории с военизированным варварским населением, находящимся практически на службе Рима. Против кого же создавалась эта оборона? Наиболее опасным противником империи в Серо-Причерноморском регионе были с конца IV века гунны, а впоследствии их потомки – гунно-болгарские племена. На этой картинке XIX века гунны выглядят очень страшно. При этом я еще срезал нижнюю часть, где лежат горы трупов женщин и младенцев. В некоторых текстах того времени действительно гунны соответствуют этой картинке. Но надо понимать, что речь идет скорее о некой римской пропаганде. И, например, Приск Панийский, византийский посол при дворе Аттилы, главного гунна, описывает гуннов как вполне вменяемых и нормальных людей, с которыми можно вступать в различного рода отношения. И эти отношения между Византией и степными кочевниками в археологическом материале наиболее ярко проявляются уже в постгунское время, то есть во второй половине V, первой половине VI века. На этой карте, которую вы здесь видите, сведены отдельные погребения постгунского времени, то есть второй половины V и раннего VI века. Речь идет именно об отдельных изолированных могилах, известных нам по археологии. Небольшое количество памятников и их разбросанность говорят о том, что гунно-болгары этого времени находились на первой, самой примитивной стадии кочевания, когда нет постоянных маршрутов передвижения и стабильных мест зимовки, где обычно принято хоронить покойников. Поэтому, когда появляются в степи большие могильники, значит, степь регулируется конкретными маршрутами кочевок и конкретными местами зимовок. Вот в эту эпоху, в эпоху вот этого примитивного кочевания, кочевники особенно зависят от военной удачи, от выплат со стороны богатых соседей, чем и пользовалась империя, подкупая степных вождей, поскольку наиболее эффективным методом работы с гуннами были дипломатические подарки. Это погребение Михаэльсфельд в Краснодарском крае под Анапой. Погребение принадлежит кочевому гунно-болгарскому вождю, и в нем находилась наградная подарочная цепь с
с изображением на верхнем медальоне портрета императора Юстиниана. Вне всякого сомнения, эта вещь византийской работы происходит из дипломатических подарков, которыми привлекали на свою сторону византийцы варварских вождей. Еще одна известная могила – это могила Морской Чулек в устье Дона, около современного Ростова-на-Дону недалеко, где найдены два княжеских погребения гуннов второй половины V века, в том числе одно погребение с парадным конским снаряжением. Слева вы видите конские бляхи. И это конское снаряжение, несомненно, также византийской работы и также было подарено как дипломатическое приношение. С другой стороны, вы видите византийское изображение VI века, где примерно такие же медальоны размещаются на конской сбруе. Тоже погребение Морской Чулек. Здесь византийские подарки видны еще лучше. Это золотые браслеты, массивные золотые браслеты с расширенными концами, которые по всей варварской Европе считались символом королевской или княжеской власти. И здесь на одном из этих браслетов нанесена просто латинская надпись весовая, означающая, сколько золота находится в этом браслете. Явно подарок от византийского двора гунскому двору. Находка из Ольвии. Ольвия – это античный город на северном берегу Черного моря, недалеко от устья Днепра, но в V веке Ольвии уже не было, там была голая степь. Оттуда происходит некий клад, который на самом деле является погребальным инвентарем из погребения, из варварского погребения гунского. И что интересно, это женские украшения. Это не символы мужской воинской власти, это женские украшения. По письменным источникам мы знаем, что женский престижный костюм, вне всякого сомнения напоминавший богатый византийский убор, какой вы видите здесь на портрете императрицы Теодоры, жены Юстиниана. Да вот богатый женский убор входил в состав дипломатических подарков, подносимых предводительницам степняков, таких как, например, правительница северокавказских гуннов Савир Баарикс, которая получила полный княжеский набор одежды от императора Юстиниана. Вряд ли это был мужской набор, скорее всего, подарили что-то вот вроде этого женского набора. Теперь рассмотрим подробнее, пожалуйста, следующий, ситуацию в зоне непосредственного военного присутствия империи в Понтийском регионе. Мы начнем с Крыма и будем двигаться постепенно с запада на восток, сначала вдоль северного, потом вдоль восточного берега Черного моря. Здесь ситуация в юго-западном Крыму. Основной опорной базой Рима здесь был город Херсонес, где постоянно находился гарнизон и откуда осуществлялось военное руководство силами империи в Крыму. Достаточно сказать, что на месте города Херсонес сейчас существует город Севастополь. Все знают основную функцию этого города, это военная база. Севастополь находится практически посредине Черного моря, и, естественно, любая уважающая себя держава, которая хочет присутствовать на Черном море, должна этот город держать. Вот город Херсонес в Византии держалась здесь, практически в течение всей византийской истории до самой ее гибели. В непосредственной близости от города расселялось местное варварское население, где преобладали потомки степных выходцев иранского языка, таких как скифы, сарматы и, возможно, аланы. Это варварское население известно в первую очередь по археологическим памятникам, они называются типа Инкерман. Это большие могильники, где встречены как индивидуальные могилы, так и фамильные склепы, где похоронено несколько поколений людей. Вот планы этих могил вы видите справа. Материал из этих погребений свидетельствует о высокой степени вооруженности этого населения. Мечи есть практически в каждом погребении мужском. Обращает на себя внимание большое количество римских импортных вещей. Вы их видите здесь на картинке. Это и стеклянная посуда, и украшения, и амфоры, и красная лаковая посуда, привозимая из Римской империи. Все это стоит немалых денег. И, видимо, у местных варваров вокруг Херсонеса эти деньги были.
Скорее всего, речь идет о военизированном населении, находящемся на службе Рима и призванном обеспечить внешнюю линию обороны Херсонеса. Несколько иная ситуация складывается на стратегическом участке Крымского побережья между Херсонесом и Боспором Киммерийским. Сейчас эта территория называется Южный берег Крыма, сплошные пляжи и место отдыха, но тогда это было в первую очередь стратегическая морская дорога от Херсонеса к Керченскому проливу, то есть выход в Азовское море, выход в середину Барбарикума фактически. И вот на этом побережье в III-IV веках размещаются германцы, союзники империи. Им принадлежат некрополи типа Айтадор, поскольку первый такой некрополь был найден около мыса Айтадор, там сейчас также называется, там маяк находится. Эти памятники выделяются погребальным обрядом, кремации, трупосожжения, в отличие от остального местного населения, а также содержат многочисленные предметы вооружения, римские импорты и боспорские монеты. Римские импорты – это в первую очередь амфоры, стекло, красный лак. Боспорские монеты, поскольку в этот период они служили основной единицей денежного обращения в Северном Причерноморье. Интересно, что германские воины, захороненные на южном побережье Крыма, имеют в своих погребениях различные по происхождению предметы вооружения. Например, как вот в данной могиле, германские пики и сарматские кинжалы с характерным вырезом, которые находятся рядом на картинке. Это, как мне кажется, свидетельствует о нивелирующем влиянии римской армии, где служили самые разноплеменные варвары-наемники, каждый со своим, так сказать, навыком, со своим типом вооружения, и все это вместе переваривалось в едином котле римской армии. В течение второй половины V – начала VI века обе группы варваров, то есть ираноязычные племена, о которых мы говорили, и германцы сливаются в некую единую группу, которая известна по письменным источникам как готы, а их территория называется страна Дори. О ней подробно сообщает византийский историк VI века Прокопий Кесарийский. Материальная культура этого населения имеет ярко выраженные германские черты в костюме. В первую очередь фибулы, застежки на плечах, большая пряжка на поясе. И вот реконструкция, предложенная крымскими коллегами для такого рода костюма, который характерен в первую очередь и почти исключительно для восточных германцев. Но надо помнить, что здесь население, хотя и называется готами, хотя и материальная культура имеет некие германские черты, население все же очень смешанное, которое включает не только германцев, но и других варваров. Столицей этого региона был город Мангуб под Севастополем. Прокопий сообщает, что эта страна Дори была вассальной по отношению к Византийской империи и выставляла армию в 3000 бойцов, что по тем временам составляло немалую силу. Напомню, что, например, экспедиционный корпус Велизария в начале VI века, то есть в то же время разгромивший вандальское королевство в Северной Африке, одно из самых мощных, вот этот экспедиционный корпус был 3500 человек всего. То есть 3000 бойцов страны Дори – это очень серьезно. По сообщению того же Прокопия, император Юстиниан провел в стране Дори большие фортификационные работы. Именно тогда возникают известные пещерные города Крыма, такие как Мангуб, который вы видите здесь на диапозитиве, Чуфут-Калейский, Кермен, который вы, может быть, посещали как туристы. То есть, иными словами, римская власть на эту территорию непосредственно не распространяется, хотя они являются вассалами, но империя помогает этим варварам, платит им деньги, строит у них крепости, которые являются опорой для обороны. И таким образом создается внешняя линия обороны Херсонеса, то есть основной римской базы. Материальная культура готов этой страны Дори в VII веке под византийским влиянием принимает в целом средиземноморский облик. Идет дальнейшая христианизация местных варваров, начавшаяся ранее в V-VI веке, и постепенно крымские варвары становятся византийцами. Вот, собственно, та линия развития, которую наметили римляне в эпоху Константина, и которой они следовали, пока у них на то была возможность.
Сейчас мы переместимся восточнее вдоль берега Крыма, на его противоположный конец, там, где находилось в Восточном Крыму и Тамане античное Боспорское царство. Оно возникло в VI-V веках до новой эры и продолжало существовать до V века новой эры, но уже как вассал Римской империи. Эта территория, то есть Керченский пролив, выход в Азовское море, имеет колоссальное стратегическое значение как плацдарм в глубине варварского мира Северного Причерноморья, на перекрестке важных морских и сухопутных коммуникаций. Понятно, что внимание империи к этому региону было особо пристальным. Столица царства Пантикопей, затем Боспорос, современный город Керчь, находится на восточном берегу Крыма, на берегу Керченского пролива. Благодаря археологическим раскопкам, проведенным в некрополе Пантикопея, а места некрополя отмечены цифрами на плане города, мы хорошо представляем культуру военной аристократии Боспорского царства. Материал этот известен очень давно, уже в 1837 году в присутствии Николая I было вскрыто знаменитое погребение с золотой маской, которое находится сейчас в Эрмитаже, и которая принадлежала, видимо, какому-то представителю династии Рескупаридов, правящей городом, династии вассальной Риму. Об этом свидетельствует, например, царский знак Рескупаридов, найденный на одном из предметов, происходящих из данной могилы. Культура этой правящей аристократии объединяет как классические античные черты, так и варварские, сарматские черты. Есть украшения типичные абсолютно для Рима, как, например, браслет справа, но одновременно в том же погребении с золотой маской найден и конский убор, что совершенно нетипично для могил римской или греческой аристократии, зато хорошо известен у сармат, алан и прочих, так сказать, жителей степи. И есть все основания полагать, что династия Рескупаридов, правящая городом, имеет не только греческое, но отчасти и варварское сарматское происхождение. Аристократия Боспорского царства представляет собой военизированное сословие, о чем свидетельствуют атрибуты воинской власти, происходящие из богатых гробниц. Это погребение Джумушкай 1841 года. Здесь вы видите навершие меча и втулку от копья, от парадного копья, которое символизировало власть воинского начальника. Именно на эту аристократию и опирается Рим в своей политике в Боспорском царстве. То есть разница между юго-западным Крымом, где деньги выплачиваются непосредственно варварам для охраны границы, и разница с Боспором, где Рим предпочитает иметь дело со структурированной сильной властью в лице воинской аристократии. Основной археологический материал, дающий нам представление о Боспоре позднеримского времени, происходит из фамильных аристократических склепов, когда в одно погребение захоранивались люди нескольких поколений. Таким образом, можно даже проследить историю одной семьи. Разумеется, к сожалению, мы чаще всего не знаем, кто в этих склепах похоронен. Погребения совершались в этих склепах по типичным греко-римским обрядам. Они содержат богатый инвентарь, в том числе такие типичные вещи для погребений греческой или римской аристократии, как погребальные венки. Вы видите здесь погребальный венок с отпечаткой монеты римского императора III века. Но в то же время в тех же погребениях присутствует и оружие, и конское снаряжение. Здесь вы видите навершие меча внизу, что характерно, как я уже говорил, не для римских, а для сарматских погребальных традиций. То есть степень варваризации этой воинской аристократии на Боспоре была достаточно высокой. В этих погребениях найдены также и подарки, происходящие из Константинопольского двора. Вот, например, блюдо с изображением императора. Сейчас идет дискуссия, то ли это Константин Великий, то ли Констанций II, один из его наследников, но это, собственно, не важно для нашей темы. Важно, что непосредственная связь между этой военной аристократией и Константинополем была постоянной, и в том числе вот эта отправка подарков к памятным датам, кстати. Вот эти блюда изготовлялись по каким-то особо важным случаям и отправлялись в виде такой вот живой пропаганды императорской власти.
Наиболее известная находка из Керчи, которая сейчас находится в Эрмитаже, это два склепа, обнаруженные 24 июня 1904 года. Сначала разграбленные находчиками, но, слава богу, царская полиция работала эффективно, поэтому вещи все оказались в Эрмитаже, а план их был тоже снят. Эти находки относятся к уже гунскому времени, то есть к концу IV, началу V века, и свидетельствуют о том, что связи с империей Боспор сохранял и даже в момент наибольшей активности гуннов. Находки вооружения, которые в целом имеют, экипировка имеет римский облик, свидетельствует о сохраняющейся важной роли воинской аристократии, которая по-прежнему держит власть в этом регионе. Важное место в погребальных культах этой аристократии занимают мечи, основной воинский символ у многих варварских народов. Украшения из этих склепов имеют отчасти римское происхождение, как, например, брошь справа с подвеской, и в то же время отражают некое германское влияние. Налево вы видите фибулу, застежку с ромбической ножкой и полукруглой головкой, типичную для восточных германцев. Поэтому не исключено, что какая-то часть германцев-готов вошла в состав местной аристократии. Об этом, кстати, свидетельствуют и письменные источники. Иоанн Златоуст пишет о том, что к нему приехал представитель с Боспора от готского князя и просит прислать им приличного епископа. То есть сохранялись связи как политические, так и религиозные, что очень важно, ибо христианство в Римской и Византийской империи это в первую очередь орудие политики. И в постгунское время, судя по богатым находкам, эта боспорская аристократия сохраняет достаточно сильную привилегированное положение. Кстати, в нижней части вы видите элементы меча. То есть эта воинская символика всегда присутствует в погребениях боспорских вождей. Еще один интересный момент, связанный с византийской политикой в Северном Черноморье, это появление германских вещей в VI веке на том же Боспоре. Мы знаем из источников, что в 520-е годы Боспор был захвачен гуннами, однако Юстиниан немедленно отправил десант, который выбил с Боспора гуннов, и в состав этого десанта входили готские полки. Варвары в то время по законам Византийской империи не имели права вступать в брак с римскими гражданами, должны были жениться только на своих варварках, это, строго соблюдалось, поэтому вместе с готскими солдатами появились и их семьи. И в частности, в погребениях Керчи VI века вдруг появляются в большом количестве германские украшения, восточно-германские, готского типа. Скорее всего, это и есть семьи этого римского гарнизона, римско-византийского гарнизона готского происхождения, направленный на северную границу. Теперь мы сместимся несколько на восток и переходим на Черноморское побережье Кавказа. Северный участок, то есть побережье Северного Кавказа. Большую часть Черноморского побережья Северного Кавказа занимали зихи. Зихи – народ протоадыгской группы, который номинально подчинялся Риму еще со II века. Царь Зихов считал себя подчиненным, римскому императору. Но, скорее всего, римский протекторат здесь был чисто теоретический. Береговая линия очень сложная, вернее, настолько простая, что там не за что зацепиться. Горы подступают немедленно к берегу моря. Судя по тем данным археологическим письменных источников, протоадыги этого региона находились на достаточно архаической стадии развития, то есть трудно было найти собеседника в лице местной аристократии, с кем можно было бы заключать некие отношения. Поэтому я и говорю, что здесь протекторат римский был скорее теоретическим, однако кое-что римляне все-таки успели сделать. Следующее, пожалуйста. Опорной базой римской власти в этом регионе была крепость Никопсия, ставшая в VI веке центром Зихской епархии. То есть с 539 года появляется Зихский епископ.
Остатки этой крепости обнаружены в районе поселка Новомихайловское под Туапсе. Вы видите материал, в частности, амфоры, происходящие, византийские амфоры, происходящие с этого памятника. То есть, все-таки римляне и византийцы за этот берег зацепились. Хотя, видимо, их политика здесь не была особенно активной. Зато им несколько больше повезло севернее. Севернее, в районе Новороссийской бухты, которую вы видите на этом изображении, недалеко есть долина Абрау-Дюрсо, известный завод шампанских вин. И там находится археологический памятник, который удалось идентифицировать с германским народом готов-тетракситов. Готы-тетракситы были переселены в свое время гуннами из Крыма. Об этом рассказывает Прокопий Кесарийский. По Прокопию готы-тетракситы подчинялись гуннам, однако продолжали, как христиане, поддерживать связь с Римской империей, в частности, получали из Рима епископа, присылали туда посольство, из Римской империи, естественно, я говорю в первую очередь Константинополя, конечно. И эти посольства были источником информации для Византии, для римлян о том, что происходит на этом берегу. Таким образом, как мы уже говорили, христианство выступает здесь как один из рычагов византийской политики, что и объясняет отчасти усилия Юстиниана по распространению христианской религии как в Крыму, так и на восточном берегу Черного моря. В районе Абрау-Дюрсо известен некрополь Дюрсо. К сожалению, он опубликован лишь частично, но самые богатые могилы введены в научный оборот. В том числе вот могила вождя середины второй половины V века, погребенного вместе со своим парадным мечом. И обратите внимание на количество импортных ранневизантийских вещей. В первую очередь стекло, керамика, но также и сам меч, он явно сделан в каких-то византийских оружейных мастерских. То есть здесь население было на севере, в первую очередь, готы, было более ориентировано на Византию, чем, скажем, зихи, протоадыги чуть южнее. Теперь мы передвигаемся в сторону Абхазии. Который тогда делился на два этнокультурных региона: Абазгия, где жили абазги, и Апсилия, где жили апсилы. Абазги на севере, в районе, скажем, современного Нового Афона, и Апсил южнее, там, где долина Цибильды. Цари Апсилии и Абазгии являются вассалами римского императора уже во II веке. Территория Абазгии, что характерно, служит местом расселения ветеранов римской армии. То есть римские солдаты, вышедшие на пенсию, получают землю на территории Абазгии и расселяются там, и являются, естественной опорой византийских императоров. Все это свидетельствует о далеко зашедшей интеграции этих регионов в византийское военно-политическое пространство. Здесь мы можем наблюдать ту же схему, пожалуйста, следующую, что и в Крыму. Берег моря, существуют приморские города, такие как Сухум, Севастополис, и Петюн, Пицунда, которые находятся в прямом подчинении империи, служат опорными базами для высадки и развертывания римских войск. И это впоследствии очень пригодилось в VI веке, когда непосредственно на территории Абхазии началась персидско-византийская война. А во внутренних регионах, в частности в Апсилии, инженеры Юстиниана возводят крепость Цибила, остающуюся под управлением местных племен. Как видите, повторяется крымская картина, где отдаленные от моря регионы сохраняли свою внутреннюю автономию, но все-таки попадали под контроль империи, в том числе и благодаря присутствию здесь вот этих укреплений. Культура апсилов хорошо известна по раскопкам больших некрополей. Здесь стоит упомянуть имена абхазских археологов Трапши и Воронова, очень много сделавших для раскопок, а главное для публикации этого материала, поэтому сейчас он широко известен в Европе. И вот отмечено, что от 16 до 18% погребений апсилов, то есть практически все мужское деятельное население, содержат предметы вооружения,
Это свидетельствует о высокой степени милитаризации общества. В погребениях, как и в Крыму, часто встречаются римские импортные изделия. Вы видите здесь амфоры, вы видите здесь стекло. Оружие часто инородного происхождения. Например, металлические детали щитов, умбоны, то есть вот металлический колпак, прикрывающий руку на щите, а также степные трехлопастные наконечники стрел, вы видите чуть дальше. На мой взгляд, это также свидетельствует о влиянии римской армии, поскольку в гарнизоны, находящиеся в Себастополе и Пятиунде, попадали самые разнородные варвары, приносили свои виды вооружения. Местные жители это немедленно воспринимали, поскольку известно, что во всем мире первое, что копируется, имитируется, это вооружение. И до сих пор. Вот. И, скорее всего, наличие такого разнородного вооружения свидетельствует о включении апсилов, скажем так, в военную систему Римской Византийской империи. Вот умбон, то есть металлическая часть щита, который находится в Абхазском музее, он явно византийского происхождения, явно из византийских мастерских. Сравните параллели с Керчи, мы ее видели только что, того же времени, и, скорее всего, эти парадные, престижные, статусные вещи попадали сюда в качестве вот таких знаков отличия из Византийской империи. Большое количество римских импортов в погребениях апсилов свидетельствует о тесных экономических связях с империей. Возможно, раздача этих престижных варваров вещей составляла часть выплат за охрану границы. Мы знаем о том, что были денежные выплаты, есть просто упоминание письменных источников о том, как возят деньги через Абхазию, например, на Северный Кавказ, но не исключено, что часть вот этих выплат и наград поступала в чисто материальном виде, таким, например, как вот эти довольно дорогостоящие кубки стеклянные. Появление в конце IV – начала V веков на некрополях апсилов привилегированных могил с богатым инвентарем и престижным оружием свидетельствует о формировании местной воинской знати. Погребение 61 из некрополя Цибириум погребен молодой человек, юноша, даже подросток, отличается богатым набором оружия, в который входит, в частности, длинный меч, короткий иранский кинжал с 4 выступами для застегивания на бедре, а также щит римского облика с умбоном. Должен сказать, что вот эти предметы вооружения, щиты с умбоном, известны на Кавказе только в Абхазии, нигде больше их нет. Они никуда больше не попадают. То есть они могли попадать, но в погребальном инвентаре отмечен только здесь. И я думаю, что это связано с особо интенсивным влиянием римского воинского искусства, римского вооружения. Воинская иерархия у апсилов археологически засвидетельствована в течение всего V и VI веков. Вот это одно из наиболее поздних погребений предводителя с монетой Юстиниана. Позднее христианская обрядность уже в VII веке несколько нивелирует социальные отличия, просто инвентарь исчезает из погребений, и с этого момента очень сложно судить о, скажем, социальной иерархии погребенных. Вот что касается апсилия Абазгии. Сейчас мы переместимся несколько южнее, за Ингурий, то есть на территорию, скажем, современной Западной Грузии, где находилось царство Лазика. Это тоже вассальное царство Римской империи, довольно хорошо известное по римским источникам. И в какой-то степени его роль в обороне империи близка роли Боспорского царства в Северном Причерноморье. То есть здесь есть тоже структурированная, развитая система аристократии, с которой, собственно, и имеет дело римский император, конкретно Старем Лазов. Вот эта богатая аристократия засвидетельствована как письменными источниками, так и археологически, вот судя по таким находкам, как дети, уже во II веке, то есть несколько ранее того периода, о котором мы говорим. Для интересующего нас времени, судя по всему, эта аристократия сохраняет свои, так сказать, позиции, поскольку археологические памятники ее по-прежнему очень богаты. Обратите внимание на брошь слева. Это на самом деле не просто застежка, это инсигния, то есть это символ власти, а вернее символ принадлежности к высшей иерархии Римской империи.
Что мы знаем об одежде лазов в это время? Сохранилось у византийского автора Агафия Миринейского описание подарков, которые делает византийский император царю лазов. Агафий Миринейский нам особенно интересен, поскольку он был живым и непосредственным участником событий войны 550-х годов в Абхазии. То есть он описывает военные действия, и явно по описанию понятно, что он сам присутствует. Он сам присутствует, знает имена солдат, участвовавших в сражениях. Он описывает, как выглядит крепость, например, Мессимиан, когда ее жгут византийцы. То есть явно человек, очень хорошо знающий местную ситуацию. И вот он описывает, из чего состояли дары, которые подносились царю лазов. Ну, я не буду проводить весь список. Что обращать на себя особое внимание, это плащ, белый плащ с застежкой на плече. То есть это одежда римского чиновника. Иными словами, царь Лазов был инкорпорирован на каком-то достаточно высоком уровне, как римский чиновник в систему иерархии Византийской империи. Поэтому понятно, что, видимо, в Лазике речь идет не столько, скажем, о прямом инкорпорировании местных обществ в римскую систему обороны, сколько о отношениях вассальных между царем Лазов и византийским императором. Итак, археологический материал и сообщения древних авторов позволяют нам представить систему обороны Восточной Римской империи на Понтийской границе. Военно-политический альянс с Римом оказались втянутыми в той или иной степени практически все народы и царства Черноморского побережья, Кавказа и Крыма. При этом влияние Рима проявляется в военизации местного населения, распространении античной материальной культуры, ускорении социального расслоения среди понтийских варваров, а впоследствии их христианизации и в конечном счете византинизации. Аристократия понтийских царств, таких как Боспор, Киммерийский или Лазика, сохраняет при этом свою руководящую роль в этих государствах и постепенно интегрируется в иерархию Византии. Все, спасибо за внимание. Первый вопрос. Вот вы сказали о гуннах и о готах. Скажите, пожалуйста, распространение, локализация гуннов. Есть сообщение от Аммиана Марцелляна, там история, 31 книга Иордана. Все-таки Аммиан Марцеллян не ссылается на легенду о девах, там старух и так далее. Вот скажите, пожалуйста, чьи доводы более достоверны, конкретно их локализация? Между кем и кем я должен выбирать? Иорданом и Аммианом Марцелляном. Ага. Дело в том, что надо поднять сначала источники и того, и другого. У Аммиана Марцеллина все просто. Гунны переходят Дон, бьют по аланам, сдвигают алан танаитов, аланов Дона, и дальше идут на запад. У Иордана описано переход через Боспор, сложная история продвижения гуннов. Надо учитывать, что Иордан писал, конечно, позднее, в VI веке. Но Иордан явно опирался в своих текстах на источники более раннего времени. И вот мне кажется, что история о переселении гуннов через Боспор, так как она описана у Иордана, она списана, мне кажется, у Плископонийского. Там есть ряд признаков, по которым это можно определить. Плископонийский был при дворе Аттилы. Он, несомненно, хорошо был осведомлен о генеалогии гуннов. Но надо понимать, что генеалогия царская, которую рассказывают в легендах и, так сказать, и в песнях героических, очень часто не соответствует реальной истории. А именно, рассказывается история одной семьи. История, я думаю, семьи Аттилы в данном случае. Вот. В то время как все могло происходить гораздо проще. Поэтому мне представляется, что идея Аммиана Марцеллина о том, что сообщение Аммиана Марцеллина о том, что гунны продвигались на запад через Дон, мне кажется, более близкой к истине, тем более, что никаких следов разрушения, о которых, так сказать, еще недавно говорилось,
у археологов, на Боспоре для конца IV века сейчас нет. То есть все памятники, разрушенные якобы гуннами на Боспоре в конце IV века, сейчас благодаря изучению керамики, то есть основного материала, их удалось передатировать, и выясняется, что все эти следы разгрома и уничтожения относятся уже к VI веку, когда действительно происходили нападения гуннов на Боспор. Поэтому ни археологических, ни реально письменных источников о продвижении основной массы гуннов через Керченский пролив сейчас не имеется. Однако не стоит исключать, что какая-то группа гуннов могла пройти и таким образом. Ареал широкий, там сообщается о Меотиде, потом Танайси, проникновение Вестготское, Грейфуновское проникновение в Европу. Тем более надо помнить, что когда говорится о Танайсе, некоторые авторы под Танайсом понимают Керченский пролив. Там вообще все сложнее. Вот следующий вопрос. Вы сказали о скифах, скифская культура, знаете, да, по археологическим раскопкам, триада скифов. Какое ваше мнение, где все-таки сформировалась, потому что вопрос является спорным, как в советской историографии, как и в современной исторической науке, триада скифов на Северном Причерноморье Кавказа или в Малой Азии? В Малой Азии вы имеете в виду скорее на Ближнем Востоке? Да. Да, но есть еще и третья точка зрения о том, что она идет буквально из Центральной Азии. Есть, да, вот там есть приплетение культуры хеттов, древние Анатолии, где они проживали, и сам культ коня, ну как они переняли. Отсюда вот, что прародины... Ну, знаете, мне сложно судить об этой эпохе, потому что я сам занимаюсь поздней античностью, ранним средневековьем. Вот, но судя по тем аргументам, которые излагают мои коллеги-археологи, более аргументированным, мне лично кажется, со стороны, центральноазиатская точка зрения, поскольку, в общем-то, все эти проявления, скажем, скифской культуры мы имеем уже в Центральной Азии. Располагаете ли вы материалами, которые сообщают о том, что вот римское проникновение, да, на Северное Причерноморье и в Причерноморское побережье Кавказа, какие племена платили ли дань Римской империи, и где располагался гарнизон Римской империи на Черноморском побережье Кавказа, точнее, где, если он располагался. Вот там есть сообщения о Клавдии Птолемея, примарка Аврелия, или Геродиана и так далее. Какие племена вот платили? Я думаю, что на восточном побережье Черного моря вряд ли кто-нибудь что-нибудь платил. Скорее всего, им Рим приплачивал для того, чтобы они сохраняли лояльность. У нас единственное есть сведения, где говорится о том, что какую-то дань черноморские варвары вносят, это рассказ Амиана Марцелина о том, как Юлиан Отступник захватил власть. Как вы знаете, он отошел от христианства, Амиан Марцелин его очень любил, поскольку Юлиан Отступник был хорошим воином. И вот там есть такое известие о том, что со всех берегов Понта, самых дальних берегов Понта, с Фазиса, то есть вот с Риони, и с Боспора Киммерийского идут к нам варвары, имена которых мы раньше даже и не знали, и просят оставить их в покое, и они даже готовы заплатить дань. Вот. Мне этот кусок кажется несколько фантастическим, потому что римские гарнизоны в этих местах и на Рионе, и на Боспоре сидят с I века. Я могу, например, процитировать объезд Черного моря Арианом, который является представителем в начале II века, представителем римского императора. Он перечисляет крепости с гарнизонами. Явно, что римляне прекрасно знали, кто там живет, и это не могли быть никакими неведомыми варварами. Поэтому и вопрос о выплате дани с Боспора или, там, скажем, из Колхиды мне представляется достаточно гипотетическим. Скорее всего, это такое литературное преувеличение. Вот где находились римские гарнизоны? У нас есть два очень важных документа. Первый документ – это перипл Ариана, начало II века, где он просто едет, плывет, точнее, на корабле вдоль берега Черного моря, и где он описывает, в какой крепости стоял какой римский гарнизон. Доходит он как раз до Абхазии, где-то здесь он останавливается. Вот. Это первый документ, где четко перечислены, так сказать, опорные пункты
римской власти. Второй документ, не менее важный, это так называемая «Notitio Dignitatum» для Восточной империи. То есть это список всех должностей Римской империи в конце IV – начале V века. Есть список для западной части, есть список для восточной части. И там, естественно, перечислены все командиры гарнизонов. То есть все, так сказать, должности. И совершенно понятно, что в этот момент римские гарнизоны были, как на побережье современной Турции, так и на восточном берегу Черного моря, в частности, в том, что касается Абхазии, они были в Пицунде и в Севастополисе, то есть в Сухуме. Вот. А на севере основная база, я говорил, Херсонес. Для вашего периода интересно было бы узнать, насколько письменные источники помогают вам как археологу, или наоборот, может быть, письменные источники сами нуждаются в такой компенсаторской какой-то роли археологических материалов для того, чтобы раскрыть картину этого времени, этого периода, именно и этого региона. Благодаря письменным источникам, и в первую очередь уже упоминавшемуся мною Агафию Миринейскому, удалось идентифицировать многие крепости на территории Апсилии. То есть вот Юрий Николаевич Воронов, он проделал большую работу по определению названий крепостей. Цибила была определена. Мы знаем, как называлась крепость Шапка, которая тоже находилась в Цибельнинской долине. Здесь без письменных источников никуда не деться. Более того, благодаря письменным источникам удалось определить дату штурма крепости Цибилиум. Она была занята сасанидским гарнизоном иранским, а потом местные племена решили их прогнать и взяли эту крепость штурмом. Слой пожара и разрушения теперь можно датировать с точностью до 1 дня практически. Вот. Это с одной стороны. С другой стороны, надо понимать, что письменные источники, конечно, есть продукт человеческой деятельности. То есть человек, который пишет письменный источник, он не есть абсолютная истина. Он является живым человеком со своими эмоциями, страстями, политическими пристрастиями. И он, естественно, пишет так, как ему кажется правильным. И поэтому ни один письменный источник не является, что называется, абсолютным и достоверным на 100%. И вот здесь археология может кое-что поправить. Вот я говорил, в частности, об истории, о том, что гунны прошли через Боспор. Как это описано у Иордана, что они переправились через Боспор, то есть через Керченский пролив, сожгли там местные города, уничтожили местное население, ничего этого не было, как выясняется. Города стоят, население живет. Если бы не было этого упоминания Иордана, никто бы никогда не подумал, что гунны там появились. А может быть, они там и не появлялись, может быть, это, так сказать, скажем, результат какой-то уже переосмысления тех сведений, которые у него были. Очень плохо, когда археолог начинает сам интерпретировать письменный источник, а еще хуже, когда историк без подготовки начинает объяснять, что такое археология. Поэтому здесь очень важна работа специалистов двух этих областей вместе. Очень много пишут о кутригурах и утигурах, вот об их идентичности этнической, скажем, да, что вы думаете, просто ваша точка зрения, кто они такие? Это очень эфемерные, краткосрочные образования гуннов, то есть население черноморских степей, оно как с момента гуннов стало более-менее тюркоязычным и угроязычным, так оно и оставалось. Меняются названия. И вот эти изменения названий, появляются вдруг кутигуры, например, потом куда-то исчезают. На мой взгляд, это не смена народов, это смена политических ориентаций. Вот род кутригуров стал играть самую важную роль в какой-то момент истории в Северном Черноморье. Потом их побили авары, и они исчезают. Спасибо а население большое. Остается. Спасибо. Я думаю, что это была замечательная лекция, очень интересная. У Михаила Михайловича есть интересные научные публикации по нашей археологии, но сегодня, конечно, лекция была более обзорная, да, по достаточно большому региону. Завершая нашу лекцию сегодня,
Я хотела бы вспомнить Оболенского, который написал очень интересную работу по византийской дипломатии и говорил: Византии давно уже нет, но Византия продолжает жить в нас. Это о том, какую большую роль Восточно-Римская империя, хотя не только Восточно-Римская империя, Византия, но Рим, Греция, они все оказали очень большое влияние на наш регион, на многие регионы, на многие народы и страны мира. Византия был основным культурным ориентиром в тогдашней цивилизации. И то, что мы находились в тесном соприкосновении, получали от этой цивилизации культуры очень много, я думаю, что это повлияло очень сильно на нашу историческую судьбу и на нашу духовность. Спасибо. Это была кафедра лекции на абхазском телевидении.